Тише едешь, дальше будешь. Пока завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления работает не на полную мощность. Вместо 500 человек трудится треть. Причина – всем известная пандемия. Завозить сырье не удается, обходятся местной продукцией. Зато даже в период карантина деятельность не была прекращена. С Китаем переговоры по запуску завода проводились 3 года. Ввели его в строй 1,5 года назад. Инвесторы из КНР вложили $40 миллионов. В нынешнем году мы произвели 5 миллионов радиаторов. В основном экспортируем в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. Реализуем и на местном рынке. Мы планируем увеличить объем выпускаемой продукции до 10 миллионов единиц. Но для нас важна стабильность в стране. Китайских, в том числе совместных предприятий, в Кыргызстане около 600. Большинство из них вносят вклад в улучшение инфраструктуры. Потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений огромный. Основной приоритет дан торгово-экономическому сотрудничеству. Но и здесь коронавирус сказался на показателях. Так, за 9 месяцев года товарооборот между государствами составил $590 миллионов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 2,3 раза. Из них экспорт составил $38 миллионов, что и уменьшилось на 22,3%, а импорт составил $552,4 миллионов, и таким образом уменьшилось 2,4 раза. Двусторонние отношения в нынешнем году развивались с учетом ситуации вокруг ковида. Сторонами планировался ряд важных мероприятий на высшем и высоком уровнях, но они перенесены до полной стабилизации ситуации. Китай, как истинный друг, надежный партнер Кыргызстана, с момента установления дипломатических отношений, да и в самые сложные времена оказывал и продолжает оказывать существенную помощь и поддержку Кыргызской республике. С учетом невозможности организации встреч и визитов по объективным причинам, в целях обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между руководством министерств и ведомств двух стран проводились телефонные разговоры и видеоконференции. Тем временем на этот год приходится пик выплат долга по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Общая сумма составляет почти $1 779 миллионов. В прошлом году выплачено около 69 миллионов. За первые 4 месяца этого года погашено обязательство на 35 миллионов. В рамках меморандума о взаимопонимании относительно отсрочки обслуживания госдолга между Кыргызстаном и двусторонними кредиторами Минфином с мая 2020 года были приостановлены платежи по обслуживанию внешнего долга, в том числе перед КНР. Таким образом, с мая по декабрь месяца 2020 года платеж внешнего долга по Китаю согласно графика платежей составляет $35 миллионов. В настоящее время ведутся переговоры об отсрочке выплаты долга. Дамира Базарбаева, Чингис Джумагулов, Ала-То, 24.